Утренние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут увеличены, когда начнется прием заявлений. Газификация, новый детский сад и дороги. Решать проблемы маленького села Тас-Юрях местным властям помогают недропользователи. 2 года верхом на конях от Якутска до Лондона. Якутянин и англичанин планируют преодолеть 15 тысяч километров. Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Итак, за сутки в регионе выявили 132 новых случая COVID-19. 58 заболевших в Якутске, 11 в Алданском районе, по 10 новых случаев в Мирнинском и Нюрнгринском районах. Чуть меньше 9 в Мегино-Кангаласском. От 1 до 5 случаев выявили еще в 13 районах Якутии. 69,5 тысяч доз вакцины против коронавируса поступят в Якутию до февраля этого года. В Минздраве республики напомнили, что вакцина ставится двукратно с интервалом в 21 день. Основные противопоказания к вакцинации – сверхчувствительность к какому-либо компоненту, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. На сегодняшний день в регион поступило свыше 3000 доз препарата для профилактики COVID-19. Первыми ее получили врачи и медработники Якутска. Все они чувствуют себя хорошо, каких-либо осложнений не было. Никто из них коронавирусом не заболел, сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием. Они выявили ряд симптомов, которые остаются у легко перенесших COVID-19 пациентов в течение месяцев. В их числе усталость, мышечная слабость, нарушение сна и боли. У таких пациентов также возрастает потребность в уходе. В исследовании принимали участие около 2000 пациентов. Ученые исследовали процесс и темпы их восстановления после инфекции. Авторы исследования предложили считать COVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель. По другим темам, выплаты на детей от 3 до 7 лет будут увеличены. Размер пособия будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Заявление на назначение выплаты в повышенном размере будет приниматься с 1 апреля, а расчет будет сделан с 1 января. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. Если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за 3 месяца первого квартала. Более 500 человек обратились в травмпункт Якутска за первые 6 дней Нового года. Среди обращений в основном преобладают бытовые травмы, повреждения связочного аппарата, переломы ребер, лучевой кости и лодыжек. Министерство здравоохранения региона просит граждан быть внимательными на улице, не злоупотреблять алкогольными напитками и вести здоровый образ жизни. Каждый 5-й родитель остался недоволен дистанционным обучением в школе. Таковы результаты опроса Института общественного мнения сразу по окончанию учебного года. Летом пандемия лишь на время притаилась, и стало понятно, что дистанционка со школами надолго. Как электронное образование входило в нашу жизнь и как обстоят дела сегодня, расскажет Олеся Васюва. Вот я, значит, выбрала вот эти темы, потом я продолжаю, допустим, вот Никите Мухину. Я решила задать ему вот эти темы. И отправляю только тему. Мы вот здесь продолжаем и отправляем, к примеру. Апрель 2020-го за компьютером в пустом классе учитель химии и биологии Татьяна Кептини. Стартовала дистанционная четверть. За весенние каникулы школы пытались наладить образовательный процесс в новых условиях. Пандемия коронавируса весной пришла в Россию. Страх и множество вопросов спровоцировала она и новая электронная школа. Конечно, большинство было недовольны, потому что это сложно и самим родителям, и детям самоорганизоваться, сидя дома, потому что дома все-таки уже не такая рабочая обстановка, как в настоящей школе. Вот. И педагогам, соответственно, нужно тоже проводить какой-то определенный контроль, как дети занимаются дома. Вот. Потом педагогам нужно было выбрать те платформы и сайты, на которых нужно будет работать с детьми.
Сайты для онлайн-обучения рухнули в первые же дни. Под удар попали портал российской электронной школы, Якласс, Учи.ру и другие платформы. Работу сразу на нескольких особо систему не разгрузила. К тому же добавились проблемы регионального характера. Когда просыпалась Москва, Дальний Восток и Сибирь уже не могли заниматься из-за перегрузки сетей. Некоторые педагоги не выдержали и вернулись к проверенным средствам – учебникам, конспектам, заданиям в рабочих тетрадях. Постепенно и учителя, и дети вошли в рабочий режим. Большинство времени у меня занимает, конечно же, учеба. Задают много, больше, чем в школе. Всякие там тесты, эти вот проверочные работы. Конечно, уже хочется, чтобы это все уже закончилось, потому что как-то даже скучаю я по школе, по одноклассникам, по общению. А вот кто так и не смирился с дистанционкой, так это родители. Это подтвердили исследования Института общественного мнения. Их провели сразу по окончанию учебного года. 71% родителей считают, что дистанционные занятия не позволяют дать полноценное образование. 58% отметили, что у их детей возникли сложности с усвоением материала. Ну и, конечно, жаловались, что ответственность за обучение детей легла на их родительские плечи. Родитель, я не учитель. И сложно было объяснять своему ребенку материал с педагогического подхода, потому что у меня его нету. Естественно, на это специально обучаются. После каждой темы ты понимаешь, что тебе не удается донести до своего ребенка тему, знания так, как это сделал бы учитель. Конечно, это плохо. Учителя должны учить, родители должны воспитывать. Поэтому с таким страхом ждали нового учебного года. Без привычного праздника Дня знаний все же вернулись в классы. С мерами профилактики и смешанной формой обучения. Чтобы дети меньше находились в школах, до сих пор преподают очно только самые главные предметы. Остальные по усмотрению школ можно было оставить и в дистанционном формате. Все меры предосторожности, уже 2/4, показывают свою эффективность. Родители подходят ответственно, я так думаю, что смотрят дома за состоянием ребенка и уже не отправляют в школу, если вдруг что-то у них со здоровьем, какие-то проблемы. Массового возвращения к дистанционке в регионе пока удается избежать. Все классы с 1 по 11 учатся в стенах школ. Периодически то одну, то вторую выводят на удаленное обучение с подозрениями на COVID. Так, в конце ноября в столице республики полностью на дистанционном обучении находились 34 класса. Из них 28 из-за коронавирусной инфекции. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Решать проблемы маленького села Тас-Юрях Мирнинского района местным властям помогают недропользователи. Они оказывают комплексную помощь в благоустройстве села. Подробности у нашего корреспондента Марферины Алексеевой. За последние годы в Мирнинском районе стремительно развивается нефтегазовая промышленность. Так, вокруг старейшего села района Тас-Юрях промышляет около 10 различных добывающих предприятий и компаний. Деревне 120 лет. В ней проживают около 500 человек. За последние 10 лет с помощью крупных промышленных компаний в селе заметно улучшилось качество жизни. Появились рабочие места, проводится работа по газификации домов, возведен новый детский сад, проложена дорога, построен спорткомплекс, а в школе сделан капитальный ремонт. В деревне жизнь развивается. Если сравнить с прежними годами, центральная улица вся была в грязи, доставляла немало проблем каждую весну и осень. В мои школьные года, да и после, благоустройства вообще не было. Сейчас благоустройство есть. Также сейчас РНГ открыла полигон ТКО. Должны провести техническую воду для развития деревни. Вопросы отходов и технической воды все решают. Но несмотря на всю поддержку, в деревне все еще имеются острые нужды. К примеру, в селе нет фельдшера. Приходится временно отправлять врача с города Мирного. А вот у школьников не ведется урок информатики. Школа нуждается в специалистах. При том, что мы, как говорится, живем в окружении недропользователей, существует ряд очень существенных вопросов, которые требуют особого внимания. Это необходимость благоустройства жилья селян, наличие ветхих коммунальных объектов, объектов электрохозяйства, которые требуют замены, необходимо строительство многоквартирных жилых домов для
специалистов бюджетной сферы. Конечно, нужно создавать условия, чтобы молодежь оставалась в селе, а для этого надо ее трудоустроить. Бюджет не справится, поэтому мы, конечно же, включаем все эти мероприятия в программу работы с недропользователями. А для того, чтобы в ближайшие годы воплотить планируемое, ведутся активные проектно-изыскательные работы по нескольким социальным объектам. По ремонту и асфальтированию дорог в селе, по проведению летнего водопровода. Также планируется строительство многофункционального культурного центра. В него переместятся управление культуры, жилищно-коммунальных услуг, почта и даже сельская администрация. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Борьба за звание «Самой необычной скульптуры России» продолжается. Конкурс организовал сервис поездок и путешествий tutu.ru. Основная борьба сейчас разворачивается между памятником тувинской письменности и скульптурой «Комар, хранитель Сибири». Но за несколько дней все еще может измениться. В финальном раунде проголосовали уже более 87 тысяч человек. Памятник дворнику в городе Якутске пока на 7-м месте. Голосование продлится до 11 января. Отдать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе tutu.ru в социальной сети ВКонтакте. Между тем, потепление пришло в несколько районов Якутии. В столице региона минус 39 градусов, небольшой снег, местами туман, ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Самая теплая погода в Якутии установилась в Нюрбе и Сунтаре, где столбики термометров показали минус 12 градусов. Холоднее всего сейчас в Имиконе и Уснере, там минус 50. 2 года верхом на конях от Якутска до Лондона. Якутянин Дугуйдан Винокуров и англичанин Никита Греция планируют преодолеть на якутских лошадях 15 тысяч километров. Телеканал НБК «Саха» снял об этом цикл передач. Новый 8-серийный проект запустят 11 января, начало в 21:00. Телезрители увидят подготовку ребят к дальней и экстремальной поездке. Путь начнется в феврале. В будущем путешественники планируют открыть YouTube-канал или же отправлять материалы нашему телеканалу. Оператором и режиссером проекта выступили Радомир Томский и Александр Слепцов. Съемки проходили на конебазе Джекеева Миконе в декабре прошлого года. Именно там разводят чистокровных племенных якутских лошадей. Есть якутские лошади. Они находятся в республике Саха. И говорят, что они зимой живут в дикости при минус 60, минус 70. А летом плюс 30. Ну, бывает даже выше. То есть это диапазон больше, чем 100 градусов по Цельсию, да? И опять, это человек, который эксперт в этой сфере. По лошадям, по конным путешествиям. Это очень-очень серьезный человек, который все понимает. И он мне говорит, что, Никита, вот есть одна лошадь, одна порода лошади, да, на нашей планете, которая может пройти такой путь. Почему? Потому что другая лошадь зимой в Сибири не выдержит. Она умрет. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.